Форелевое хозяйство в Республике Абхазия было построено еще с 1934 года для воспроизведения крупного черноморского лосося. Позднее здесь были открыты форелевые и карповые участки. На данный момент, на сегодняшнее время, форелевое хозяйство представляет собой объект историко-культурного наследия. Из 4 форелевых прудов функционирует лишь 1 форелевый и 1 карповый. Хозяйство находится в Гудаутском районе, недалеко от села Атхара. На его территории расположены 4 участка, из которых полноценную работу выполняет лишь 1, включающий в себя 28 рыбных прудов, за состоянием которых следят 13 сотрудников. Вы сказали добро, дали, пусть восстановит. Мы сами такие же патриоты, хотим, чтобы Абхазия расцветала. С 2004 года в аренду у нас было независимый были от форелевого хозяйства, это второй участок. Налоги платили, сельское хозяйство, Минсельхозу давали. Дай Бог, что восстановилась миза. Если возьмут, с удовольствием поработаем, еще пока энергия есть. Несколькими годами ранее и во времена СССР хозяйство обеспечивало форелью все Черноморье. Однако в настоящее время оно не функционирует на полную мощность. Его производительность составляет всего 5% от былой. Для восстановления того уровня Министерством сельского хозяйства было принято решение о передаче данного предприятия в Государственный комитет по имуществу для дальнейшей его передачи инвестиционной программе. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, не меняя направления, необходимо реанимировать предприятие. Слово «ликвидация» означает не ликвидация самого хозяйства, чернореченского хозяйства, то есть форелевого хозяйства, а ликвидация РУП, то есть республиканское унитарное предприятие, которое было создано в послевоенное время при Министерстве сельского хозяйства, которое вело руководство этим объектом. Сегодня появились люди, которые готовы вложить это совместное предприятие с участием граждан Абхазии, российских инвесторов, потому что таких средств, которые они заявляют, в сумме 700 миллионов рублей, которые готовы вложить для того, чтобы реанимировать это хозяйство, не меняя его направления, именно для того, чтобы выращивать форель, выращивать ценную породу рыбы и восстановить само хозяйство, как научное, как историко-культурное наследие, и также сам объект, который будет посещаться отдыхающими, также и на уровне, как и Рица, Новый Афон и тому подобное. Форелевое хозяйство – одно из популярных мест для туристов. Его посещаемость в день варьируется от 30 до 50 человек. Как правило, туристы, заглянувшие на подворье форелевого хозяйства хоть раз, не могут остаться равнодушными. Они наблюдают за процессом выращивания рыбы от микроскопических икринок до взрослых рыб. Рыбалка на форелевом хозяйстве только приветствуется. Любой турист может лично выловить себе на обед или ужин свежую рыбину, которую позднее работники предприятия превратят во вкусное блюдо и подадут со свежими овощами и абхазским вином в кафе, расположенном на территории участка. Еще одна достопримечательность, находящаяся неподалеку от форелевого хозяйства – скальный монастырь, высеченный над пещерой, из которой вытекает река Мчишта. Вход в монастырь находится далеко от земли, на высоте около 50 метров, но, несмотря на его труднодоступность, монастырь является популярным туристическим объектом. Нам понравилась Абхазия, потому что Абхазия – это страна души. Вот в прошлый раз мы приезжали, это было очень замечательно, доброжелательно и тепло. А сейчас хочется возвращаться постоянно. Вот именно доброжелательность, именно как бы любовь к гостям. Вот это очень понравилось. Спасибо. А хозяйство вам сегодня вы впервые здесь? Хозяйство первый раз, да. Вот у нас Андрей Рыболов, как бы он оценил это все. Но мы еще вот с удовольствием поднялись туда в горы. С юридической точки зрения, приватизация данного объекта и преобразование его из унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью осуществляется правильно, не нарушая правил передачи государственного имущества, указанных в законодательстве. Важно отметить, что ликвидация самого форелевого хозяйства не предусматривается. Ликвидации подлежит лишь республиканское унитарное предприятие. Проект подразумевает под собой сохранение рабочих мест, создание также дополнительных рабочих мест для жителей села Бармиш Гудаутского района с увеличением двоекратно, троекратно их заработной платы как работников. Это гарантия, гарантированное заявление инвесторов. Инвесторы полностью являются резидентами Республики Абхазия, зарегистрированы в Министерстве юстиции, установлены в законном порядке. Называется оно ООО «Чернореченское форелевое хозяйство» имени Рождена Датовича Агрба.
человек, который посвятил всю жизнь этому предприятию, ушел от нас буквально недавно. Но это наименование было как бы по желанию самих инвесторов. Вот. И распространяемая информация в интернет-ресурсах о якобы его продаже, отчуждении и так далее не соответствует действительности. На данный момент годовой доход предпринимателей составляет всего 50 тысяч рублей, однако в государственный бюджет эти деньги не поступают. Приватизация чернореченского форелевого хозяйства будет проведена в ближайшие сроки для повышения уровня его экономической активности. Анна Сласури, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.